12 марта парламент Абхазии принял поправки к закону о декларировании доходов, расходов, имущества, обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами. Но вокруг этой темы все не утихают споры. Активисты продолжают призывать депутатов парламента разъяснить вопрос. В ответ – тишина. Что же происходит в кулуарах парламента? Почему закон остался только на бумаге? Кто препятствует его реализации? Как дальше будут действовать активисты? Эти и другие вопросы мы обсудим сегодня в прямом эфире. Добрый вечер. Сегодня у нас в гостях один из лидеров движения за принятие 20-й статьи Астамур Какали. Депутат парламента Республики Абхазия Астамур Логуа, юрист Тамас Кецба и депутат парламента Республики Абхазия Натали Смыр. Добрый вечер, уважаемые гости. Спасибо большое за то, что нашли время и пришли к нам обсудить эту важную тему. Астамур Валерьевич, можете коротко нам рассказать о том, вообще, как обстоят дела сейчас с вопросом принятия 20-й статьи Конвенции ООН? Я так понимаю, с Тамазом Ивановичем мы обсудим именно, может быть, суть самого закона. Вы мне расскажите, как обстоят дела сейчас? Как обстоят дела сейчас, мы выясним, я надеюсь. Принят первоначально, до окончательного вот этого принятия, был принят закон о декларировании доходов, расходов, имуществ, обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами. И в нем была статья 16 о том, что этот закон вступает в силу с момента принятия закона о государственной службе. Последнее заседание по этой теме парламента было. Как вы знаете, была голодовка 12-дневная. Джансуха Адлиба, Асиды Кортуа, Ивана Ачба, Алины Ачба, Боты Ажиба, там многие наши граждане участвовали. 11 тысяч подписей было собрано. Были подготовлены поправки к закону о декларировании. Вот закон о декларировании сам, да, это вместе с, собственно, даже с бланками декларации. А это поправки к закону о декларировании. Вся страна в прямом эфире видела, как депутаты поправка за поправкой приняли все поправки, подготовленные общественностью. То есть статья 1 вот, поправок относится к этому закону, 2, 3 и так далее. И вот здесь происходит такой казус у нас. Наша поправка гласила: настоящий закон о декларировании, да, вступает в силу с момента его официального опубликования. Депутаты поднимают руку и за эту поправку. Это видела вся Абхазия. Депутаты присутствовали, приходили на площадь, говорили общественности, что закон вступил в силу. Через 7 дней после этого подготавливается документ на подпись исполняющего обязанности президента. Он называется «Закон Республики Абхазии о внесении изменений в закон о декларировании». То есть эти поправки относятся к этому закону, не к какому-то другому, а именно к этому закону. И здесь чудесным образом статья 16 выпадает и становится статьей 2. 16 становится 2. И суть статьи тоже меняется, да? Суть не в том-то и дело. От этого, может, и задумка была поменять суть, но не получилось. Настоящий закон вступает в силу с момента его официального опубликования. То есть закон какой? Это поправки к какому закону? К закону о декларировании. Если вы уберете цифру 16 и напишите 2, это не видоизменяет самого предложения. Это я хотел спросить. Теперь нам говорят вообще потрясающую вещь. Юрист Степанов, начальник правового отдела, по сути, обнуляет голосование наших депутатов. По сути. Потому что вот Астамур говорил, что он считает закон принятым, он написал, он заполнил декларацию.
Он заполнил эту декларацию. Когда нам говорят, что какие-то нормативно-правовые акты нужны для заполнения декларации, это абсолютно чушь. Для этого нужна авторучка. Астамуру не понадобились никакие нормативно-правовые акты. Он написал машина, дом, двор, что имеет. И вот налоговая долгое время спрашивает у парламента, вступил, не вступил, тишина. Да, это мы здесь обсуждали, да. А потом вот юрист Степанов за весь парламент взял ответственность на себя. Юрист Степанов, повторите, он работает... Начальник правового отдела парламента, это не просто отдела. юрист какой-то там в интернете. Так вот, Да, сейчас здесь дадим главный договорить вопрос. Астамуру. Здесь главный вопрос. Нам хотят сказать следующее, что поправки вступили в силу к основному закону, а сам закон не вступил в силу. То есть, если поправки вступили в силу, то члены семьи декларанта уже должны заполнять декларацию, правильно? Они вступили в силу, правильно? А сам декларант не должен. То есть это настолько вот ошибочно изначально, что не выдерживает никакой критики. Это мы собираемся доказать в прямых диалогах. Давайте это и попробуем сделать. Спасибо большое. У нас в гостях два депутата парламента Республики Абхазия. Астамур Умарович, Наталья Викторовна. Я так понимаю, логично передать слово вам, учитывая, что, исходя из слов Астамура Валерьевича, в общем-то, загвоздка какая-то, да, там в правовом отделе парламента Республики Абхазия. Кто из вас... Нет, совершенно Нет, вот давайте мы обсудим, вот кто из вас готов ответить. Да, конечно. Да, вы, конечно, да. Ну, во-первых, еще раз добрый вечер. На самом деле мы эту тему уже сколько раз обсуждаем. Я еще раз повторюсь. Реально я тоже так думал, что закон вступил в силу. И по этой самой причине ходил и агитировал своих коллег, что надо заполнить реально декларацию. Но вот Томас здесь на юрист стоит. С кем только мы не пообщались из юристов, все твердят, что есть понятие такое юридическая казуистика. И это так, с юридической точки зрения, поправки, говорит, ваши вступили в силу, а сам основной закон в части, касающейся того, что он вступит в силу... Подождите, не перебивайте, пожалуйста. Вопрос. Да не перебивай, когда пожалуйста. вы вносили поправки, Правильно. когда вы вносили поправки, вы знали о том, Дай вы вносили договорить, поправку о том, что слушай, закон о Астамур, декларировании вступает в силу или правильно. нет? Дай мне договорить, во-первых. Ну, мы договорились до эфира не перебивать друг друга, и тебя мы слушали все, теперь выслушай. Я еще раз повторюсь, я, как и ты, считаю алогичным, что поправки вступают в силу, по сути, значит, круг лиц, которые мы расширили, то есть близкие родственники, получаются, должны уже заполнять, а сам там министр, депутат, для кого этот закон прописан, он не должен. Да, это так. К сожалению, пообщавшись с юристами, именно такая сегодня загвоздка, называющаяся юридической казуистикой, что нам надо изменить либо статью номер 16 в основном законе, либо ждать закона о государственной службе. Другого нет. Если есть юристы, кто... подготовивший этот документ, всего лишь, и переделать Еще его. раз? Еще раз? Уволить человека. Кто готовил этот Слушайте, документ на никто подписи не- исполняющего послушайте, обязанности президента? Сейчас, секундочку. Подождите. Во-первых, Кто некоторые готовил? поправки, Секунду. Астамур, Пусть вот поправки мы дадим оформляются. Есть диалогу понятие состояться, оформления я вас Кто поправок. их прошу. оформлял? Слушай, ну оформляют люди, которые работают в Ну, как их парламенте. зовут? Там Как ничего зовут не человека? изменилось, Нет, как Астамур. человека зовут, который Ты вот сейчас практически обвиняешь состав парламента в подлоге это- какого-то Нет, не состав документа. парламента, а того человека, который А сотворил что по этот факту документ. изменилось? Скажи. Я вам скажу, что вот изменилось. объясни, я не вам могу скажу, просто что понять изменилось. этого, Астамур, что изменилось. Вы вносили Так. поправки. Конечно. Вы вносили поправку, Астамур, о том, что закон о декларировании вступает в силу с... Правильно, об этом Если и речь. Дайте мне. Да. Если вы вносили поправку о том, что закон о декларировании вступает в силу, депутаты считали, что они голосуют за вступление в силу закона о декларировании, правильно? Я говорю за себя. Наталья я так Викторовна считал. говорит, что не Как это за считала. себя? Астамур, Вот она говорит, Астамур, что- вы здесь находитесь не подождите, вдвоем. Позвольте. Подождите. Позвольте, Нет, уважаемый он вносил... Астамур Валерьевич. Он вносил Астамур Валерьевич, о вступлении в силу закона о декларировании. Дадим Астамур, договорить. правильно? Конечно, Значит, конечно. они голосовали Давайте за дадим вступление в силу закона о декларировании.
Правильно? И большинством голосов Еще приняли раз этот говорю, закон. если есть юристы, которые смогут доказать обратное, Не, с не, кем только мы это не у вашего говорили. юриста здесь Да нет. не у нашего юриста, проблема не в нашем юристе, с кем мы только не говорили, все говорят одно и то Давайте же. обратимся к юристу. Вот Я обратимся, думаю, что мы давайте, дали спросим, достаточно да. времени вашему диалогу состояться. У нас есть еще гости. Тамаз Иванович, прокомментируйте, Есть пожалуйста. еврейское выражение: два юриста, три мнения. Три мнения, да, Ну точно. давайте что- поговорим Так об что этом. здесь каких-то абсолютных авторитетов быть не может. Один юрист может... Ну, будет продолжение того, что мы сейчас вот здесь имеем. Да? Один будет за, другой против, опять за, против и так далее, и так далее. Это бессмысленное занятие. От того, что я скажу за, это ничего не поменяет. За С что? точки вы зрения результата, с точки зрения результата, если мы хотим результата какого-то добиться, да, нам надо думать о том, как дальше поступать. Да. Ну вот, если говорить о том, что вот есть какие-то предложения, да, вот самые такие вот, в ближайшее время, да, я думаю, что сейчас вот депутаты парламента могут это озвучить. Да, и уже смотреть, да, вокруг чего-то можно говорить. Или эти предложения устраивают, или они не устраивают общественность. Да? Насколько они оттягивают. Потому что, ну, согласен, я думаю, мало кто будет спорить, что у этого закона, вообще с судьбой этого закона мало из законов может кто-то посоперничать. Какой еще другой закон? Да? Потому что принятие и вообще судьба этого закона настолько тяжело двигается, да, которая вызывает в обществе такие серьезные эксцессы, как голодовка граждан, Да. там, и так далее, да, вряд ли кто-то еще назовет другой такой закон, который бы вот столько повлек бы за собой общественного беспокойства и влияния. Да. Ну, вы знаете, если говорить об общей какой-то картине, у меня лично складывается, я тоже когда-то был депутатом, и у меня нет никакого желания сейчас бросать камень в огород нынешнего парламента, потому что я считаю, что принципиально ничем не отличаются нынешний состав от предыдущего и так далее, и так далее. Но если говорить по вот этому закону, ну, почему так происходит? На мой взгляд, это происходит потому, что, ну, если говорить о приоритетах, я бы сказал так, что принятие данного закона не является приоритетом для наших политиков. Для наших политиков, в данном случае для парламента. И это, по-моему, абсолютно очевидно. Потому что? Потому что я вижу, что вопрос затягивается неоправданно. Намеренно долго. вы имеете? Намеренно, абсолютно намеренно, да. Вы знаете как, обыватель, знаете как говорит? Депутаты дурака валяют. Вот на улице говорят так, потому что в принципе, да, серьезных каких-то аргументов против Вы принятия... позволите мне, я потом скажу? Да, Я конечно. обязательно Буду вас к вам перебивать? обращусь. Нет, Да, я, это- да, это я вам договориться. скажу, Прерогатива, почему. да. Да. Вы знаете, есть несколько почему. Вот почему так происходит. Я для себя, я так не могу говорить, что депутаты там дурака валяют, потому что я все-таки человек, который занимается конституционными проблемами. Я для себя вывел 3 почему. Почему это не является приоритетом для нашего парламента? Вот антикоррупционная деятельность, да, и принятие закона, и, так сказать, все последующие действия. А у меня на этот счет один ответ. Потому что значительная часть депутатского корпуса занимается не своим делом. Я имею в виду, они оказались, мы обязательно должны они выслушать оказались все 3 в парламенте, имея в виду свою деятельность некую другую. Да, это не политики. Это хорошие люди, я никого не хочу не оскорблять, ничего. Это нормальные люди, наши сограждане, но они занимаются не своим делом. Будучи в парламенте, у них, видимо, какое-то другое представление. Давайте скажем, а почему так получилось? Еще 2 почему вы должны Да. назвать. А почему? А вы знаете, вот мы в обществе очень часто у нас звучит слово реформа, экономическая реформа, да, Наталья Викторовна часто на эти темы имеет возможность говорить. Политическая реформа. У нас политическая и экономическая реформа, ну, к сожалению, похвастаться особо нечем, понимаете? Наша политическая система
она не соответствует сегодняшнему дню. Мы говорим об этом уже 20 лет. Для того, говорим в каких-то отдельных, Вернемся к в закону. отдельных сегментах, Саид. Мы говорим об изменении избирательной системы. Мы говорим о каких-то других изменениях. Но в целом мы не говорим о том, что мы создаем какую-то новую политическую среду, когда парламент будет политически ответственным органом. Я хочу вам последнюю сказать, Да, почему. пожалуйста. Почему это происходит? Потому что если взять органы власти, да, республиканские, президент, правительство, парламент, вот из этих трех органов государственной власти парламент — это политически безответственный орган. В каком смысле безответственный? Президента можно отправить в отставку, да, объявить импичмент. Ну, мы У нас, чуть-чуть уходим от у нас темы президент, Тамаза Ивановича, нет, пожалуйста. но понимаете, совсем как коллегиальный орган, а он не несет ни за что ответственности. Может быть, понимаете? нам следует, правда, отдельно провести... Нет, наш парламент эфир, ни за обсуждая что не работу несет парламента. ответственности. Президенты уходят в отставку под давлением общественности в результате социальных протестов. Правительство можно отставить. А вы можете парламент отправить? Нет, нет Тамаз такой Иванович, процедуры. Извините, пожалуйста, но мне кажется, мы, правда, немного уходим. Вот возвращаясь к первой части вашего ответа, Наталья Викторовна, хочу адресовать вопрос вам. Я, конечно, не могу себе позволить сказать о том, что депутаты парламента дурака валяют, но в чем же все-таки вопрос? К тому, что говорил Астамур, я хочу добавить еще общественное мнение, которое очень многие выражают и в социальных сетях в том числе, что очевидно, как бы, я просто, цитирую мнение так, Да. если собрать суть в кучу, что депутаты парламента реально намеренно не хотят этого сделать, реально, там вот, как выразился Тамаз Иванович, как бы вот ставят палки в колеса. Кто-то считает, что депутаты парламента просто не хотят демонстрировать свои доходы. И, в общем, мнений очень много. Бытует мнение, что этот вопрос очень легко, быстро можно разрешить, закон принять, и он начнет работать. Вот, И еще да. считают, что депутаты парламента обманули народ, обманули население. Пожалуйста, вот это можете прокомментировать? Вот, знаете как, я вообще хотела это как бы в конце об этом поговорить, но поскольку все-таки Тамаз Иванович сказал о том, что мы валяем дурака, я... Это народ говорит. Народ. Нет. Ну, Это вы я бы процитировали. хотел- я вас очень прошу обсуждать этот Да, вопрос вот в контексте вот я сейчас буду обсуждать в заданной контексте темы. данного Пожалуйста. закона. Я вот могу сказать, я сейчас буду говорить о своем конкретном мнении. Я не голосовала за этот закон. И поверьте мне, я вот как депутат оставляю за собой право в случае, вот я хочу заявить, вот прямо сейчас с экрана, вот чтобы люди знали, я не буду декларировать свое имущество. Знаете почему? Я объясню почему. Потому что данный закон нарушает мои права как гражданина. Но это я вам все поясню. Да. Астамур Валерьевич, мы с вами договорились по-дружески. Он не перебивал вас. Прошу, Давайте, да, продолжайте. Я продолжу. Я хочу сказать, вы говорили о хронологии принятия данного законопроекта. Я сейчас расскажу приблизительно другую картину. Наш комитет, в частности, который возглавляю я, мой коллега Инал Тарба и я, в частности, были на площади. Мы когда пришли на площадь, честно говоря, вот мы попросили, обратились, у нас, правда, не получилось беседы, но мы хотели этот закон принять достаточно более обстоятельно. Вот я для себя сейчас просто зачитаю. У меня 4 вопроса, по которым этот закон вообще считается... Тамаз Иванович, я бы тоже хотела, чтобы вы как юрист дали потом оценку. Вот я прям зачитаю. 1, 2, 3, 4. Вы понимаете, данный закон... Вообще, что у нас главенство, чего главенство в нашем государстве? Первое, в основу чего, на основе какого закона или какого документа у нас является самым главным? Какой? Конституция. Ура! Эврика. Дальше, начинаем. Что гласит наша статья 11 нашей Конституции? Вот я сейчас вам зачитаю. Просто, вот, честно говоря, вообще парадоксы нашей жизни. И этот закон вообще для меня парадоксален. Я за него не голосовала. Я даже не пришла на голосование, тем самым выразив свой протест. Я сейчас просто зачитаю вам следующий секундочку. Так, просто я сейчас вам зачитаю статью. Вообще не понимаю, как можно статья 11 нашего этого, вот
простите, пожалуйста, не могу найти. Сейчас, вот, статья, значит, Конституции «Права и свободы», глава 2 «Права и свободы человека и гражданина», статья 22 нашей Конституции гласит, противоречит полностью. Читайте, не считает. пожалуйста, Читаю. один пункт читайте, комментируем, второй Вот читайте, смотрите, в Республике Абхазия действует принцип презумпции невиновности. Обвиняемый считается невиновным, пока его вина не доказана и не установлена вступившей в законную силу судебный приговор. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Послушайте, данный закон, я вам прочту сейчас, что предусматривает за статья 20 Конвенции. Вообще, первое, самое главное. Я вам дам слово, Я Астамур буквально. прокомментирует. Статья 20 Конвенции ООН предусматривает первое, самое главное, да, при условии соблюдения своей конституции и основополагающих принципов своей правовой системы каждого государства. Стесняюсь сказать, дальше, это хорошо. А статья 20, она исходит из предложения, что лицо должностное предполагается виновным в совершении коррупционного правонарушения, то есть, если я не заполню, это коррупционное правонарушение? Совершенно верно. И должно само оправдываться и доказывать, что оно не коррупционер. Я не должна. Секундочку, Астамур. Секундочку. Вы должны... Статья 22 мне гласит, я не обязана доказывать вам, что я не коррупционер. Дальше. Теперь, по закону, по статьям закона пойдем. Вообще, Давайте. да. Очень интересно, я для себя вот просто данный закон, так тезисно для себя его, значит, зафиксировал. Вот, смотрите, просто по логике вещей. У нас есть закон о статусе депутата? Да. Значит, что в нем говорится? У нас императивное право, прописанное в Конституции? Нет, конечно. Но, друзья, что предлагает ваш закон? В случае, как вы говорите, в случае, вот я не сдам, вы предлагаете меня снять. Друзья, ну закон гласит, меня, Да, ну как? я дам возможность, конечно. Можно, пожалуйста, да, не перебивайте, ну мы же договорились. Всё, договорились. Да, дело в том, что закон гласит, меня невозможно уволить. Я, поверьте мне, абсолютно не пользуюсь правом, что меня невозможно уволить, и я не считаю, хотя само императивное право, я считаю, его можно было бы, вот в части политических каких-то Не реформ, уходите я от с вами, темы, да, пожалуйста, не будем, да. не уходим, да, но меня невозможно снять, понимаете? Совершенно дальше. Как мы будем снимать нашего президента? Стесняюсь сказать. В части той, где он, также в законе написано, это вот статья За нашего... непредоставление, да? Да, за недопредоставление президента можно снять. Да. Ну как мы можем снять президента? Очень просто. Написано, Вы позволите ответить? Да. Две Натали? секунды, две Вы секунды. заканчивайте, Дальше. пожалуйста, и мы 2 передадим секунды. слово Я еще Астамуру. закончу. Так, еще один вопрос. Стесняюсь спросить. В этом законе, опять же, в этом законе написано, я благодарна, откровенно говоря, вот в прошлой вашей передаче был Габуния Георгий. Великолепнейший молодой человек, я ему очень благодарна. Вот все, что он говорил, я прошу прощения, вот не услышали. Вообще просто никто ничего не услышал. Да, Наталья Что Викторовна, он такое? еще сказал, что парламент нас чуть ли не нагрузил работой. Нет, ну, друзья, что бы он ни сказал, В смысле, законы мы пишем, Я- и кому ответственно быть послушайте ответственным меня. в исполнении. Так. Что такое Министерство по налогам и сборам? 2 секунды. Что такое Министерство по налогам и сборам? Отражение полноты уплаты, начисления уплаты налогов в бюджет. Какое отношение имеют наши декларации к налоговым службам? Это одно. И еще, вот я просто хочу сказать, Совместили с налоговой так называемой декларацией. Вот что произошло. Ну да, да. Теперь мы в здесь статье, вот в одной из статей написано, значит, иные должностные лица признаются, там, осуществляющие функции представителя власти. То есть, вы представляете, он также говорил о том, что весь персонал, в том числе и вы, являетесь бюджетополучателями, стесняюсь вам сказать, вплоть до уборщицы обязаны задекларировать свои доходы. Нет, здесь написано... Все, Наталья организационного Викторовна, если подытожить, я так понимаю, Я предлагаемые статьи хочу- закона Всё понял. противоречат Конституции Республики Абхазия, И по не вашему только мнению. Конституцию, они противоречат вашу- Конституции, они противоречат закону о статусе депутата, они противоречат закону о налоговой службе, о налоговой Мы поняли. службе. Да. Вот этим Спасибо законом. большое. Спасибо большое. Еще раз повторю. В общем, да, Астамур, конечно, пожалуйста, прокомментируйте. Спасибо. Насчет презумпции невиновности, насчет это... Спасибо вам за откровенность, Наталья, я всегда вас за это уважал. Когда вы говорите, что вы не собираетесь декларировать свою собственность, именно У меня это её не и так цель, много. именно это и цель тем не этого менее. закона. Те, кто не согласен декларировать свои активы членов своей семьи, не должны занимать
ответственные должности. Вы Статьи извините, противоречат извините. законам, Ну, которые пожалуйста, перечислила пожалуйста. Наталья Нет. Викторовна? Организация, внимательно, Организация Объединенных Наций на своей Генеральной Ассамблее 185 странами никогда бы не приняла закон, противоречащий Конституции. презумпции невиновности. Это первое. Презумпция невиновности. Я вас прошу, мы договаривались. Неправда. Давайте соблюдаем. Давайте договорить. Да. Презумпция договорить невиновности Да. обладают не только чиновники, но и насильники, наркоторговцы, убийцы. То есть любой человек обладает презумпцией невиновности. Данный закон нарушает только одну презумпцию. Презумпцию письменно врать о своих доходах. Вот эту презумпцию он нарушает. Да, вот это вот положение он нарушает. То есть без последствий соврать не получится. Теперь ведущие страны мира, наши соседи принимают. Армяне приняли. Армяне приняли 20-ю статью. А у нас любят порассуждать на тему Сингапура, Ли Куан Ю, посажу своих друзей. Вот эти досужие разговоры для простачков, да, он реформы провел не потому, что он сказал, я посажу своих друзей, а потому что в Сингапуре действует статья незаконное обогащение. Извините, ну пожалуйста, не делайте так. Незаконное обогащение чиновников действует. Дальше. У меня друг в Новой Зеландии живет. Там с правами человека лучше, чем в Абхазии. Давайте поговорим Нет, об нет, Абхазии. пожалуйста. Я вас прошу. Уровень жизни Дайте там договорить, гораздо но я выше. вас долго слушал. Теперь, там презумпция невиновности действует прекрасно, но новозеландский чиновник отчитывается за свои доходы. Армянский отчитывается. Мы хотим, чтобы и абхазский прекратил говорить, это не панацея, у нас много законов, это не работает. Вот эта вот линия сопротивления, она уже превратилась в разоблачение. В разоблачение. У нас удивительные люди, знаете. У нас есть человек, мы с ним спорим. В присутствии Джансуха Адлиба это было, кстати. Он может подтвердить. Мы не называем имен. Но вот Тогда вы, нет, да. вы говорите примеры, не называйте имен. Я вам скажу, Нас почему. смотрят телезрители, Нет, которые в я этих объясню, вопросах почему. не разбираются. Человек в приступе откровенности говорит следующее. Я продал землю. Продал землю. У нас земля продается? Нет, конечно. Конечно, мошенническая сделка, правильно? Да, Да. Если этот человек заполнит декларацию так, и не укажет продажу земли, так. то по его А если вы расчетному напишите счету... заявление дайте, в прокуратуру, Господи, узнаете прекратите эти информацию. приемы, пожалуйста, я вас прошу, дайте Какие договорить. приемы Астамур? Ну, дайте договорить. У вас Вы так- потом будет возможность в Нет, ну, Фейсбуке вот- рассказать Нет, о моих не в приемах. Фейсбуке. Не Слушайте, переживайте. я вам говорю сейчас, прекратите. Пожалуйста, дайте мне возможность. Говорите. Люди вас просили, подписи собирали. Так вот, человек говорит, я заполню эту декларацию, не укажу продажу земли, вы по моему расчетному счету узнаете, что эта сумма не указана. Все, отстраняется от должности. Заполню, укажу, мне скажут, слушай, ты такие деньги получил, а что ты сделал? Продал землю. То есть и так, дух ногу, правильно? И после этого я этого же человека с вами вижу в студии, этот же человек говорит на всю Абхазию, а у нас законы не работают, у нас много чего принималось. Люди после этого на митинг вышли с палатками. Позвольте После мне... вот добавить, этого Нет, разговора. давайте Я я хочу закончу к Тамазу Ивановичу очень я обратиться по по этому пунктам хотел бы вопросу. ответить. Ну, вы- Извините. Говорите. Смотрите сюда. Вы говорите, невозможно снять депутата. Слушайте, вы хорошие люди. Я, Наталья, к вам хорошо отношусь. И к Нет, ну Астамуру, при чем ко тут всем я? мы бывшие Ваши коллеги. личные- ваши Мы не враги личные ваши. Не надо в отношения со мной. оборонительную Какая позицию разница? становиться. Да. Так Когда вот, возбуждается дружеские уголовное продолжать. дело, с Но депутата если снимается вы, и мандат, и если всё вы, остальное, ну что вы если вы не заполните декларацию по этому закону, то после того, как вы закончился ваш срок депутатства, вы не сможете нигде работать на Так и госслужбе. так считаете. Я совершенно Это обратно не я считаю. так считаю. Я вот оставляю Мы за собой договаривались, право, мы я оставляю за договаривались. собой право обратиться в Конституционный суд Обращайтесь. на предмет Да. вообще соответствия данного закона. Наталья, я честно, Наталья, вообще это ну, депутаты я не наши. перебивал, я прошу. Наталья Викторовна, у вас Наталья, будет я же- возможность я же об просто- этом Я сказать. это сделаю, честно. Я открыто. прошу ее Можно. остановиться. Да, правильно. Да. Это Да. же Вот нужно. смотрите, Это статья самая нормальная 15. Я вас очень прошу. Вы говорите, не хотим. Слушайте, мало чего. Многие наркоманы не хотят, чтобы наркотики являлись вещественным доказательством. Тоже не хотят. Но закон гласит, статья 15 Наталья гласит, Викторовна, дадим за договорить. непредоставление отстранения от занимаемой должности. Дальше. По поводу налоговой. Уникальный случай в истории Абхазии. Люди антикоррупционную декларацию хотят сдать в налоговую. Астамур
сдает декларацию с Вианором Бебе в отдел кадров говорит, мы не примем. Да, вы говорили уже То есть, это в начале. так смотрите, это уникально. Почему в налоговую? Объясняю. Это международная практика. Налоговая легче отследить. Вот вы указали свой бизнес. У нас Налоговая тут нам признавалась, что не в силах, не хватает Вообще, сил, конечно. возможности это Каких делать. сил, Господи, вам помогут можно, да, общественность. слово. Если бизнес, уважаемая Натали или Астамура будет, вам общественность скажет, мы вам скажем, у вас бизнес есть, вы уходите из госслужбы. Теперь дальше посмотрите, что происходит у нас по поводу налоговой. Почему это такая практика во всех странах? У нас любят порассуждать чиновники, у них какой-то там бизнес, а здесь у них хобби. На 16 тысяч рублей они якобы работают, да, у них хобби такое, да, помогают государству с патриотизмом, а у них где-то там бизнес. Покажите свой бизнес, задекларируйте свой бизнес, и мы поймем, на какие деньги вы живете. Может, вы вообще от иностранных спецслужб получаете Да, деньги? Астамур, вы Да, хотите Астамур, прокомментировать спасибо. Да, я выступление хотел бы Астамура Валерьевича? И Вот. вообще, и Наталья Викторовна, вот, ну, Да, свое мнение пожалуйста. скажу. Обязательно. Потом Во-первых, Тамаз я Иванович, вот ваше 20 мнение. раз говорил и в этой студии, и с Астиком, и с Да. коллегами всегда. Давайте сейчас не будем путать 20-ю статью, Да, да, с этим конвенции законом, ООН, вот, с этим абсолютно. законом. Я Вот, согласна. Наталья Это Викторовна, фундамент. вы когда говорите о... Значит, Я ж по статье да, говорила. не, вы когда сказали о 20 статье и о презумпции виновности, да, там есть незаконное обогащение, понятие в 20 Которое у нас статье. не введено. У нас его нет. У нас Задекларирование. да. Мы Совершенно потому тогда, вот Астамур не даст соврать, пошли другим путем. Предложили сделать закон о декларировании, затем зарегистрировали в парламенте проект закона о незаконном обогащении. Это разговор будущего. Пока мы об этом говорить не можем. Что касается иных должностных лиц, ну вот опять же я и сегодня общался, вот здесь, по-моему, ну на мой взгляд, не знаю, иными должностными лицами признаются лица, осуществляющие функции представителя власти, либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные, значит, и так далее, контрольно-надзорные функции. Ну, извините, уборщица не может выполнять такие функции, потому, на мой взгляд, иные должностные лица, как мне кажется, здесь раскрыты. Прикрыться. Да, еще, что бы я хотел добавить, Астамур, вот по поводу примеров, ну, давайте не путать, да, 20-ю статью с нашим сегодняшним законом. Без нее невозможно 20. Пон- Вы Нет, согласны? Конечно, согласен, абсолютно. Статья, вот я читаю, в соответствии с частью 1 статьи 13 закона, да, пишется, в случае предоставления или не предоставления заведомо ложных недостоверные сведения, так, ну, далее по Отстранение тексту, занимаемой далее по тексту от занимаемой должности. Значит, права. то есть, Правильно, понимаете, правильно. я хочу сказать, там же прописано в законе, Астамур Омарович, здесь в законе написано, в случае, вы имеете в течение 1 месяца право подкорректировать свою, да, но если вы не подкорректируете, значит, вы потом обнаруживается, что вы Увольняетесь обязаны свободно, доказать, да. что вы вот... Правильно. Я, да, Если правильно? не забыли Я ж даже- не, гостиницу подождите. либо Альцгеймера, либо Но мошенничество. стесняюсь сказать, что в Фейсбуке мне недавно сообщили о том, что у меня 3 гостиницы, но я их все найти не могу. Ну, можно не суть, проверить, оправдаться. Не суть, да, я не хочу. Так, Тамаз Но это же Иванович, О том, скрытие, что я не Наталья хочу Викторовна. оправдать. уважаемые во-первых. гости, Не-не, Это же не я. мы с вами Я сейчас, хотел- мы я еще сейчас хотел, если можно дадим добавить. Астамуру Омаровичу Да, договорить, и договорить, потом договорить. все-таки Я выслушаем хочу еще вот экспертное что мнение. сказать. Мы не раз, не два об этом говорили, и изначально сейчас Да. не собираюсь все это пересказывать, но вы знаете, что этот проект закона когда-то, Астамур, мы видели 2-3, но был взят за основу, зарегистрированный в парламенте. В то время наш коллега, ныне президент Абхазии, имел прямое отношение к разработке Разработке данного этого совершенно- проекта закона. Но это и не он говорит ни о чем. Не-не-не, я сейчас к чему скажу. Да, он немножко видоизменился. Да, мы спорим очень часто, и, по-моему, не только в нашем созыве парламента, о законе о государственной службе. Нужен он или нет, когда его примут, как его принять, есть ли у нас на это финансы. Я хочу сказать, что и с прошлым президентом Раулем Джумковичем этот вопрос обсуждался. Тогда было такое мнение, что, может быть, примем понятийный аппарат, отвяжем финансы, и потом, когда они появятся, тогда будем уже говорить о финансах. Сейчас, вот буквально на этой неделе, на прошлой неделе, значит, разговаривали и в администрации президента, и у них такое видение данного вопроса. Отвязать этот закон от государственной службы, ввести его в действие, чтобы он был принят и там заработал в какое-то время, да? Но о государственной службе поговорим позже, потому что это очень сложно принимать закон о госслужбе, не
имея на то финансовые подпитки. И потому я хочу еще раз напомнить, что сегодня вот значит, проект закона, так называется, поправка, которая вот подготовлена, я ее Новая. регистрирую, да, новая, к вот этой злополучной 16 статье Астамур. Которая была принята. Да, которая была принята, да. Вот она поправка, которая второй раз на сессию я буду выносить поправку и Её буду суть? просить своих коллег, Ну, чтобы они ее отвязать, поддержали, да, отвязать с от момента госслужбы, принятия. обозначив срок, Это во когда он второй раз вступит в получится будет, силу. правильно? Ну, это так получается. Получается, дважды Астамур, будете дайте голосовать я за одно и то же. уточнить Ну, хочу. не Мы совсем здесь получается, находимся... что да, с точки зрения понятия я тоже на вашей стороне, но с точки зрения Астамур юридических Валерий, я моментов молчу мне вообще. объяснили, Нет, вы не что даете это не мне так. работать. По этой причине будет предлагаться поправка, которая отвяжет и Вот, раз и хотел. навсегда поставит точку в споре, нужна госслужба Хочу дожидаться этого уточнить, закона получается, или нет. что закон, вот эти поправки, там закон о декларировании доходов, если Да. говорить коротко, сможет работать Вступить в силу без да, без закона о госслужбе. государстве. Нет, Я мы не буду закончили предлагать именно один эту, момент. Томас поправку. Иванович у нас уже около 15 минут молчит, и очень хочется услышать ваше экспертное мнение. Вот Наталья Викторовна сказала о том, что предлагаемые поправки в закон противоречат Конституции Республики Абхазия. Закону о статусе Нескольким, депутата. и Да, еще да, нескольким и другим законам, закон, Наталья да. Викторовна, да. Томас Иванович, Ну, как вы прокомментируете Я хочу, этот чтобы момент? вы в моем лице не видели какого-то Ваше оракула. мнение, мы понимаем, Да. ваше мнение, Ваше, Потому пожалуйста. что то, что говорит Наталья Викторовна, Да. так считает не только она, а значительная часть парламента. И когда я говорю о том, что это не является приоритетом, вот эта вот группа законов по борьбе с коррупцией, вот я именно это, это имею в виду, что значительная часть парламента не считает это приоритетной задачей для государства. То есть Понимаете? вы имеете в виду, если бы депутаты парламента очень сильно захотели, нашли Конечно. бы возможность? Я хочу вам маленькую историю рассказать, злоупотребив вашим вниманием. Я по просьбе вот инициативной группы несколько раз ходил в парламент. Да. Трижды ходил, из них 2 раза присутствовал на проведении заседания. Туда приходила некая группа депутатов. И вот у меня есть свои впечатления на этот счет. Там присутствовали люди, которые имеют очень большой политический опыт. И, допустим, молодые, скажем так, депутаты. Да? И прозвучала мысль о том, что вот этот пресловутый закон о государственной службе, он ведь лежит в парламенте несколько лет. Вы знаете, мне трудно вообще представить себе, что за такой неразрешимый закон, или тот же вот этот вот закон о декларировании, который бы при желании парламента, вместо того, чтобы вот этим маститым политикам, с огромным политическим опытом сказать: ребята, вот этим людям, которые пришли, представляют наше общество, сказать: ребята, мы вот сейчас соберемся и за 2 месяца порвем этот закон, и все вопросы будут сняты. А мы предлагали. Вместо этого начинаются ссылки о том, что нету закона о государственной службе. И, мы же с вами видим, как это все, Задаю как вопрос, все это вы мне протекает. простите, пожалуйста, мою настойчивость, Томас Иванович, и все-таки скажите, пожалуйста, Я по только вашему свое мнению, мнение могу вот сказать, что смотрите. я не вижу никакого нарушения принципа презумпции невиновности, И потому что остальных речь законов о тоже. чем идет? На мой взгляд, это очень просто. Может быть, потому что у меня юридическое мышление, а у Натальи Викторовны экономическое. Потому что закон вменяет обязанность декларировать. И только когда ты нарушаешь этот закон, вот тогда наступает ответственность, но не за сокрытие доходов, а за недекларирование, за неисполнение Вот. закона Совершенно о недекларировании. Согласна. Вот. И никакой Сейчас я презумпции поясню. невиновности здесь Нет, нет. это разные вещи. Речь о чем идет? Речь Разные идет... вещи. Разные Нет, вещи. речь о чем идет? Речь Я о щас том, что объясню, что законодатель Совершенно верно. вменяет каждому государственному служащему декларировать. Совершенно верно. Начиная от президента. Совершенно верно. И когда президент и все под ним государственные служащие нарушают, наступает ответственность. Позволите? По-моему, это все абсолютно Коротко, просто. пожалуйста. Да, коротко. Это абсолютно просто. Ответственность президента предусмотрена Конституцией. Да. Там написано, что президент может быть отстранен за нарушение закона
Не говоря уже о депутатах и вообще простых, ну, там, министров и так далее. Мы сейчас говорим о государственных служащих. Я не вижу вообще здесь никакого нарушения, так сказать, иммунитета, Знаете, для меня презумпции лично со стороны невиновности. складывается немного странная ситуация. Выступала Наталья Викторовна, вы как бы, ну, грубо говоря, кивали в подтверждение, хотя другая позиция, выступаете вы, Наталья Викторовна, тоже кивает в подтверждение вашим словам, хотя позиция другая. Нет, нам просто понятна логика друг логика, друга я- и все. я- Это не Я значит, хочу, что мы чтобы поняли согласны друг с телезрители, другом. другом. понимаете, Я это щас важно. Не противоречит презумпции невиновности. Нет, я сейчас объясню. Да, мы услышали, Есть конечно. закон. Что Вот, здесь понимать? вы поймите, я сама, по сути своей, вот и наш комитет, который предлагал работу над данным законопроектом, не против декларирования. Я четко хочу сказать, чтобы вы поняли мою точку зрения. Я за то, чтобы мы декларировали свои доходы. Абсолютно точно. Это очень, это то, о чем говорил Астамур, это мировая практика. Но есть одно но. Я просто буквально постараюсь очень коротко. У меня есть друзья в Греции. Она состоит на бирже труда. И у нее при этом есть кредит, кредитная задолженность. И когда у нее появились какие-то деньги, я говорю, ну пойди погаси кредит. Она сказала, я не могу. А знаете почему? Потому что тут же из банка поступит в налоговую службу извещение о том, что она заплатила, погасила кредит. При этом она состоит на бирже труда, то есть она не работает. То есть откуда извлечен доход? Понимаете? Вот о чем идет речь. И это нормальная мировая практика. И я именно вот за такое отношение. Но то, что гласит наш закон, я прошу прощения, простите меня, я, может, Ну, кого-то ничем не обижу, отличается, на самом деле. абракадабра. Нет, это таблица абракадабра. умножения, она Более в того, Киргизии или в вот Армении, эту или в таблицу Абхазии одна и та же. умножения, где 2 плюс 2 будет 5, это ваша. А Не, на не, мой это не взгляд, наша, 2 это секунды. вот- Можно? Это мое Договорим личное потом, субъективное вы, мнение. Я считаю, я, откровенно говоря, от корочки до корочки проштудировала данный закон. Потом я хочу вернуться к разговору о том, хронологии того, как принимался закон данный. Вы когда сказали «по просьбе общественности», так вот, вы тогда, Тамаз Иванович, по-моему, присутствовали на данной встрече. По просьбе общественности это звучало приблизительно. Мы вас очень просим, ну сделайте что-нибудь, примите в том виде, в каком он есть, а потом будем уже говорить. Я стесняюсь сказать, Астамур Омарович, я что-то соврала или сказала неправду? Именно так было. 2 У секунды. каждого свое просто Да, отношение. отношение, ничего ну не у вас сказали. другое отношение к Вы ничего закону, не сказали. но было именно так. В итоге, да, к сожалению, да, через общественность голодовку пришла, приняли, а ну. парламент категорически был не согласен. Но я, Тамаз Иванович, хотела бы вам возразить, вот, спасибо, возразить Голосование на говорит о то, том, что парламент знаете, как раз таки был согласен. нет, Парламент- 2 секунды. Возразить. Парламент совершенно правильно, Тамаз Иванович говорит, парламент не был согласен. Но по просьбе ну зачем? Ну вы же помните, вы присутствовали. Ну, Мы не весь парламент, парламент, но ну, те, кто присутствовал. большинство было не готово голосовать за данный законопроект. проголосовали. Но вы меня не услышали. По просьбе общественности, Ну, какая где разница? была мольба. Вот взывали просто, с мольбой взывали к депутатам, где просили, просим вас, ну примите этот закон, а дальше мы поработаем. Так, и все законы так должны приниматься по просьбе По общественности. мольбе? Вообще не все должно. по Ну, просьбе слушайте. Так, все, давайте Не по мы просьбе уходим от влиятельных темы. У лиц меня должны вопрос. Друзья, приниматься. так закон. Мы сейчас, вы знаете, Не мы суть. еще Не больше суть, что людей закон- хочу он задать вам закон, вопрос. Да, хочу на с мой удовольствием взгляд, к вам он не задать. работающий. Вот я Давайте, который озвучьте раз только говорю, коротко. Это не работающий закон. Наталья Викторовна. Вот, кстати, Астамур об этом упомянул. Я ваше выступление, я внимательно всегда слушаю вас. Нас тогда там не было, но вы говорили тоже о какой-то финансовой сложности принятия этого закона. Не это вас. Уважаемые гости, мы с вами говорим о каких-то кулуарных... Не-не, Можно один минуту момент. тишины, 3 секунды тишины. Мы с вами, хочу, чтобы вы немного встали на место телезрителей. Вы говорите о каких-то кулуарных разговорах. Не-не-не, которые- Я не договорил. О каких-то кулуарных разговорах между какими-то Вы людьми. мне хотите в Мы негативной здесь... форме представить? Дайте мне слово. Да при чем здесь вы? Я говорю это всем гостям. И не только вы об этом говорите, все об этом говорят. И со стороны, вот я человек со стороны, который не присутствовал во всех этих разговорах, я вообще не понимаю, о чем вы говорите. если Кто дадите- это такие люди? Подождите. Я вас очень Мы вам прошу. объясним, что вы не понимаете. Если вы Дайте говорите... слово. Вы не даете мне договорить, Вы не я поймете в никогда, любом если не будете случае, слушать. Астамур, я в любом случае свою мысль закончу. И она заключается в том, что если вы говорите А, я вас очень прошу, говорите Б. Отлично. Пожалуйста. Было сказано о том, что это по ГТРК было сказано.
заседание это не кулуарно, что требуется финансы. То есть, ну-ка вдумаемся. То есть, если я чиновник, Части получаю 16... закона о госслужбе. Секунду. Дайте так, я Нет, вас не я вам понимаю. поясняю сразу. Наталья, В части принятия давайте закона Наталья ну, Викторовна, договор вот службы Астамур необходимы Валерьевич финансы. хочет Мы вот в сейчас такой форме сказать. уходим. Слушайте, то есть, если я 16 тысяч рублей получаю на госслужбе Так. и не декларирую свои доходы, это нормально. А вот если я 16 тысяч получаю и декларирую свои доходы, то тут уже, кажется, это ненормально. Нет, Аста, не к этому вопросу. Подождите. Боже. Давайте досказать. озвучьте. Вы сговорились? Ну, Давайте давайте, досказать. знаете, чтобы Боже, это всё Слушай, Всё, прекратите, невозможно. давайте, дайте Вы мне назвали сказать. пункт, Астамур ответил. Вы назвали следующий пункт, Астамур ответил. У нас получится Вы с вами никого, логика. кроме меня, вот так не прерывайте. Пожалуйста, не делайте, вы постоянно Нет, это делаете. Вы опять Астамур попросите Валерьевич, меня Вы поменять? сейчас говорите о других вещах. Дайте мне высказаться. Можно позволить? Давайте, Давайте я дадим- вас слушал, господи. Давайте дадим Извиняюсь. высказаться. Наталья, Хорошо. ну, Вас вам перебивал сказал, не Наталья Исаак Викторовна, а Раза. Астамур Омарович пытался прокомментировать. Пожалуйста. Говорите. Хорошо. Истымадзым ламыс, вы об этом писали в Фейсбуке уже. Издыру тапсвей дедзин фюмшан. Абсолютно. Да. Теперь Обязательно. смотрите Какой сюда. ужас. Смотрите сюда. Финансы. Этот закон экономит государственные финансы. Никаких дополнительных финансов не надо. Для заполнения Ну, это же бюджет, бланка конечно, не деклараций, надо. закупки бланка деклараций. Боже. Никаких глупости, ну. финансовых затрат не Давайте требуется. дадим договорить. Для того, чтобы вывесить мою декларацию на сайте налоговой, на обозрение народа и отчитаться перед налоговой, перед СГБ, перед МВД, никаких Астамур Валерьевич, финансовых Так. закон нас обязывает Ну, Наталья декларировать. Викторовна, никаких время не Согласно- требуется. согласно Более того, закону мы о тратим депутатах- драгоценное время для того, Мы не чтобы тратим, Астамур мы Валерьевич обсуждаем. высказался. Мы не тратим, мы обсуждаем. Ну, вы же Астамур, говорили, подождите, да, Астамур. Вы мне дали, Да, чтобы всё на 5 минут декларируем. сусед Всё, проорать. это же Астамур есть. Умарович Ну, зачем считает, ты что это мы говоришь, тратим если мы время. Я говорим, готова что это каждый было год декларировать, привязано не к в этом разговору о суть, суть госслужбе? другого. Какому Кстати, на поводу декларации? привязки к госслужбе. Закон назывался до предпоследнего чтения. Правильно. Закон о декларировании обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами. Разница? Государственных поменяли, Так. потому что В вследствие предпоследнем думали принимать чтении- закон о государственной Подождите, службе. следите Ну, за какая картами. разница между Нет, подождите, публичным Астамур. служащим? Следите за картами. В предпоследнем чтении название Подожди, слушай, закона подожди, меняется подожди. на Послушай, название за какими государственными картами следить служащими. надо? Я не понял, Астамур. Подождите 2 секунды. Ты что, кого-то Шулеров увидел? Нет, За нет, не какими Шулеров. картами надо следить? Это, знаете, как Вы наз- следите лучше за Послушайте, тем, как вы это озвучиваете, в пожалуйста. открытую озвучиваю. Я еще раз тебе говорю, какая деклари- разница между а публичными деклари- служащими и Астамур государственными? Омарович. Большая- Нет, Астамур Вы- Омарович и Вы Астамур государственные, вы Валерьевич. Нет. государственные служащие Нет, вносите давайте мы тишину и дадим переводите минуту. это, увязываете Хорошо. с государственной службой и еще 8-9 месяцев. Послушай, так и Дальше был идем. принят первый закон. Какой? Неправильно? Давайте не будем Закон при устраивать последнем назывался о непонятно публичных что. служащих. Когда был принят Астамур закон в марте Валерьевич, месяце, я- до поправок, он я был принят. Еще раз заявляю. Госслужащих было я написано. оставляю за собой право, как Предпоследний. депутата. У меня Я, такое Астамур, право еще есть. Вы изменения в названии не Астамур А вас не Валерьевич, У слушают. вас Давайте... есть особое, у вас есть хорошее, по-моему, качество Да, Астамур. делать из своих союзников своих врагов. Не делайте этого. Не надо. Еще раз повторю. Слушайте. 3 года. Вы не Послушай, даете ты этим никому занимался договорить. 9 лет, ты Астамур- говоришь. Я этим занимаюсь 3 года. Валерий. Не надо на финише здесь становиться друг другу оппонентами. Так нету финиша. Еще раз повторюсь, вы же не даете договорить. Последняя встреча в администрации президента, к закону которому имеет непосредственное отношение нынешний президент, мы договорились, что есть еще ряд законопроектов, тоже как раз антикоррупционного характера, к которым мы вернемся осенью. И администрация президента в лице самого президента поддержали инициативу отвязать данный закон от привязки к государственной службе. И поэтому я разработал поправку, которую вынесу на сессию. Но мы договорились, такое джентльменское, скажем так, соглашение, что осенью будут приниматься и другие законы антикоррупционного характера, и вступят они в силу 1 января 2021 года. Вот такую поправку я буду вносить на ближайшей сессии. Спасибо Всё, большое. вот Мне всё, кажется, что должен сейчас сказать. прозвучала очень интересная вещь. Хотел одно уточнение. На прошлой передаче, посвященной этой теме, мы обсуждали, что в администрацию президента от инициативной группы был отправлен запрос. Я так понимаю, вот это и есть реакция на Нет, это? это не этот запрос, была встреча непосредственно с Все, руководителем я понял. страны. Я понял. У меня к вам вопрос, Тамаз Иванович.
коротко, если можно, не противоречит ли этот закон, эти поправки закона, вот, допустим, простым языком, у меня брат занимает высокую должность, я с ним уже очень много лет, к примеру, в принципе не поддерживаю никаких связей. Вот, если простым человеческим языком, мои права как человека, который с ним никак не контактирует, мои конституционные права не нарушает этот закон, почему я, допустим, живущий в селе Вдалеке, Джирхва да. Гудаутского района, должен рассказывать общественности о том, сколько я зарабатываю? Чисто с юридической точки зрения. Ну, юридическая точка зрения здесь может быть только одна, на мой взгляд, потому что степень ваших взаимоотношений закон не может Да. разбирать в конкретном случае. Вы в дружественных отношениях, в теплых, родственных, или у вас там между вами черная кошка пробежала, закон устанавливает степень родства, которая обязана, которая вписывается в перечень тех родственников, которые должны Уточняющий декларировать. вопрос. Если я Если назло- это я ваш брат. родной брат, значит, он в любом случае должен. А вы можете говорить, что вы с ним там 10 лет не виделись, Хорошо. и вы там что-то с ним не поделили, или какие-то другие Да, проблемы. я понимаю. У меня еще Закон один не маленький делает, уточняющий закон не вопрос. делает никаких Если я оговорок. на зло, вот я его брат, Да. вот на зло не заполняю декларацию, что делать ему? Сейчас я пример Его приведу. Да, уволят. Подождите. его уволят, Его правильно? уволят, Астрал? да, его уволят, да. Конечно, Я приведу конечно. пример, друзья, Его я приведу уволят. пример. Закон о президенте. Не-не, его уволят. Правильно. Саид. Нет, я мы не как- оцениваю, это Саид, нормально или нет, я Саид, уточняю, Астамур. Кандидат Подожди, в дай президенты послушать. Республики Абхазия Да. должен быть кристальным человеком. Ну, мы же так говорим, что у него не должно быть судимости. и Мне так кажется, далее. мы говорим Подождите, о- мы Совершенно о спорим. другом. Да, Сейчас дайте время. договорить. Да. Правильно. Доведите Почему мысль, тогда пожалуйста. человек, который идет, готовит, каждый человек, мне кажется, с детства должен к чему-то готовиться, должен Да. выбирать свою профессию, думать о своем будущем. Он должен кристальным быть. Мы же так говорим, мы таких хотим видеть Подождите, чиновников. мама, что за глупость? Ну хорошо, глупости, Наталья Викторовна, или Но нет. я никогда не Парламент думала, что принял эти буду поправки. депутатом, понимаете? Это никоим образом не может влиять на мою семью. Ну Я объясните, депутатом. на зло вам может ваша сестра не дать декларацию? Что за вот на Нет, зло? теоретически Нет, можно теоретически. допускать. Она Сейчас может, я вот конечно, самый она простой не пример захочет, приведу. Это все конечно. зависит от конкретного случая. и Конечно. отношений. Астамур, то, что вам кажется Можно я- неважным, нам кажется важным. Позвольте, я продолжу работать. И можно обязательно позволить вам мне? дам, конечно, слово. Вы для этого здесь и находитесь. Закончите, и мы передадим Я слово буквально Астамуру. тоже в контексте вот того, что вы говорите, Саид. Я хочу сказать, вот у меня двое дочерей, они сегодня студенты. Естественно, они должны задекларировать, да, но они, поскольку студенты, значит, они находятся на моем иждивении, правильно? Ну, так же, студент ну, может студенты. работать еще Ну, не и- работают они. Да, в данном Да. случае. Значит, они должны, что они должны задекларировать? Стесняюсь я просто спросить. Вот они Скажу. Может, им в дар передали гостиницу, дом, квартиру. Да. Ну, понятно, что Ну, нюансов понятно, может это, быть нет, очень я это много. понимаю, Астамур Мы же Арович, про я прозрачности всего говорили, когда прекрасно вносили. понимаю, но я хочу сказать, что студенты, допустим, находятся на моем иждивении, они на моем иждивении, хотя они совершеннолетние, они обязаны заполнить, они скажут, напишут, что они там не зарабатывают, все, вы поймите, ну вот, и опять же, касаемо моей, вот я была до этого председателем правления банка. Потороплю вас, Да, Наталья буквально Викторовна. 2 секунды. У меня был бизнес, правильно? Когда я пошла в депутаты, естественно, мне что надо было, какому фонду подарить свои паи, там, паевые взносы? Естественно, я оставила допустим, передала своей студентке дочери. Ну, естественно, я же не выведу бизнес из семьи. Теперь, мой ребенок, который студентка, вот что она должна будет делать? Задекларировать свой бизнес. задекларировать. Всё. Но, послушайте, она должна будет, вот к ней Это же легальный бизнес. 2 секунды, к ней возникнут вопросы. Какого? Допустим, ну, вот возникнут вопросы. Но она же совершеннолетний человек. Она должна Человек, будет легальный отвечать, бизнес, да? В чем проблема? Дальше. Если Мы вы перебили Нет, я Астамура понимаю, что она должна Валерьевича. быть. Я, конечно, Наталья понимаю, Викторовна, да, но это уважаемые неправильно. гости, Я об этом Астамур хочу Валерьевич, мы вас перебили на том Спасибо моменте. огромное. Я продолжу, можно? Мы вас перебили на том моменте, когда вы нас всех просили следить за какими-то действиями очень внимательно. Потом у вас возник такой небольшой спор. Я прошу вас продолжить свою мысль. За какими картами и вообще о чем идет речь? Я сказал, вы не слушали? Нет, вас перебили. Я прошу продолжить эту мысль. Доведите мысль до Астамур, извини, конца. опять придется. Да, покорректнее, покорректнее. Да, Всё все, будет давайте корректно. Закон дадим при договорить. последнем чтении назывался закон о декларировании обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами. Изменили название закона в предпоследнем чтении, назвали его обязательства имущественного характера государственными служащими и депутатами и привязали этот закон к закону о госслужбе. То есть вот эта вот привязка,
Ее можно было не то что не отвязывать, ее можно было вообще не привязывать сюда. Действующий президент в этой студии, Абрас Асгылан, Аслан Георгиев Абратгылан, он говорил, что это совершенно самостоятельный закон. Он не требует никакой привязки к закону о госслужбе. Никакой. Это самостоятельный закон. Понятие публичного должностного лица отображено в этом законе. Понятие должностного лица также отображено в этом законе. Там каждое предложение выверено. Еще вот одну вещь хотел сказать. У нас действующий президент участвует, верстает закон, да? Как вы Сегодня. считаете? Сегодня. Что Ну, вы имеете в действующий виду, президент. уточните? Что значит верстать? Вот Не могу этот закон, наши две версии было, потом третья версия была Аслана Георгиевича, правильно? Которую мы сейчас и принимаем. В итоге. Теперь смотрите, что дальше происходит. Да, с нашими предложениями. Что люди говорят, это мы сделали и так далее. А потом вот я смотрел заседание парламента. Спросить, это Извините, панацея, извините. да? Нет, Нет, давайте дадим. Да, Нет, вот Наталья опять Викторовна, начинается. не задавайте Вы специально, вопросы. что ли? Не специально продолжайте. Тут все друг друга перебивают, и таких эфиров очень много. Один момент. Я смотрю заседание парламента и говорят, закон сырой, правовой мусор. Слушайте, этот закон вы готовили. Вы говорили на встречах. отдельное мнение Это, извините депутата меня, парламента. нет, в приступе раздражения Хотя можно я много не чего сказать. Подождите, кто сказал, что закон правовой мусор? Уточните, о чем идет Экс-президент речь? Александр Золотинскович. Депутаты многие, И Будучи я говорила, депутатом что закон парламента, сырой. будучи депутатом И я парламента. говорила, закон сырой. Мы знаем вашу позицию, Теперь Наталья смотрите, Викторовна. Совершенно, я всегда... А у нас, знаете, какое, я вам честно скажу, мы считаем, что не закон сырой, а его понимание сырое. Если абхазский чиновник упорствует в нежелании как-нибудь не задекларировать свою собственность, то это надо не закон тормозить, а абхазского чиновника домой отправлять такого, который не желает декларировать, указывать активы своей семьи и говорить о происхождении своей собственности. Астамур, Один еще момент. вопрос. Да, у нас меня все вопросы, оставшиеся, инвестпрограмма могут быть к вам. 3-4 миллиарда Россия присылает. Точные Миллиард цифры? Да? 681. Они в разные годы По по-разному. факту, ну я просто... Они, чиновники российские, декларируют собственность, присылают своим абхазским коллегам, которые не декларируют собственность, у которых не панацея и так далее. Да? Для цивилизованного человека все понятно давно уже. Можно так сказать, можно это сказать, можно нас покричать, можно, тоже можно. Но урыстолом ажара просто показать нашу дискуссию. К вопросу инвестпрограммы. Вопросов не будет, все. Скажут, все понятно. Все ясно. Позволите мне буквально. ясно. Я хочу вас спросить сейчас, Астамур Валерьевич, у меня к вам вопрос. Вы, вот насколько мне известно, но мы с вами тоже встречались, были получателем денежных средств из бюджета по инвестпрограмме. Вы были... Не инвестпрограмме, по бюджету. Не, ну бюджет, инвестпрограмма в бюджете государства. Вы что? Не. По местному бюджету. Государственное Господи, из ну, госбюджета. Господи, ну, конечно, ну сейчас, да, Астамур Валерьевич, я вас Не прошу, суть, да не я суть. то, Я слушаю, я знаю вопрос, я хочу да, ответить. то, над чем я работаю каждый день. Вот. Вы получили денежные средства. Вот скажите, пожалуйста, вы полностью, вот у нас с вами вот какое неравенство будет, да? Вы полностью отчитались по проделанной своей работе? Да. А в налоговой инспекции у вас есть задолженность по бюджету? Да. Тогда вот у меня вопрос возникает. Вот смотрите, вот если я за недостоверную информацию, да, вот за то, что там недостоверно что-то отразила, у меня влечет за собой ответственность снятия с работы, а вот вы, как ИП, как Аля, позволяете себе недостоверную информацию предоставить налогу, либо Не достоверную, 2 секунды, Достоверную. не перебивай, Ну, либо это вопрос, достоверную, у него, наверное, какая-то. либо достоверную, но при этом с задолженностью. Мы обязательно 2 должны секунды. дать Нет. Астамуру Я дать 2 ответить. секунды. Такой Вот вы вопрос. ответите. Значит, вы получили денежные средства в полном объеме. Мы сами вам помогали. Вы помогали мне получить за проделанную работу. Совершенно верно. Но Которую мне не задолженность- хотели платить. Ну, мы же вам помогли. Совершенно верно. Опять Вот. мы говорим о том, что в принципе Нет, телезрители мы даже помогли. не Нет, подозревают. по Давайте инвесторам я объясню. сейчас объясню. просто Это вопрос. ответьте на этот вопрос, Да. и Я мы хочу дальше сказать, перейдем у вас к образовалась обсуждению тем. задолженность, вы перед государством, вы должник. И вы сегодня, у меня, значит, влечет последствия, потому что я неправильно задекларировала, Мы поняли, а вы вдруг Теперь я не могу отчитались ответить. перед Можете. государством. Вас не Наталья надо. Викторовна, давайте дадим ответить Почему? Астамуру. Объясните. Астамур, пожалуйста, момент. Так я тоже не отвечайте. отказываюсь от декларировать, но момент. правильно. Но Отвечайте на не вопрос. по такому закону я готова Наталья декларировать. Викторовна, давайте Наталья Астамуру дадим Я ответить. прекрасно понимаю ту игру, в которой я ввязался.
когда я Не, ну получил... честным надо быть всегда. Нет, я знаю все подводные камни. Когда я ввязался... Так я прошу и людям об этих подводных Так я камнях объясняю, говорить. Еще раз господи, говорю, А, Б, давайте. Давайте, подводные камни. Наталья Викторовна, Про давайте. инвестор- Мне программу. был дан заказ, я работаю 10 лет, при всех президентах работал, металлоконструкции выполняю. Мне был дан заказ на производство металлоконструкций Кварчельского рынка, каркас и кровля. Это к разговору. Нет, ну Давайте, дайте теперь, пожалуйста, подождите, вы коротко. задали вопрос и не хотите ответа? Хочу, Нет, я хочу, знаю чтобы его ответили ответ, у мне вас есть поскорее. задолженность. Так, Вы Наталья не Викторовна, отчитались Ну, вы господи. его государству. ответ знаете, вы Этика. его ответ не Понимаете? Вы знаете. не отчитались, но вы Подождите, ну я осуждаете. отвечу. Наталья Нет, Викторовна, у вас- я вас очень вы прошу, судите посмотрите на людей. меня, Подождите, давайте мы подождите, дадим подождите, человеку ответить. подождите. Спасибо. Слушайте, дайте ответить. Давайте Честным отвечайте. во всех Этика отношениях, есть. Наталья, понимаете? уважаемая. Наталья Викторовна, он Смотрите отвечает сюда. на вопрос. Этот рынок уже построен, Да. он стоит. Этот рынок открывал экс-президент, строил его я. Когда Наталья Викторовна говорит о том, что я просил дать деньги за проделанную Да, вы работу, помогали. я вам скажу, у меня ситуация возникла, что кровля рынка, кровля, оказалась меньше, чем ее квадратура. Может быть, кровля меньше, чем основание внизу. Может быть? Площадь. Давайте к сути. Не может быть. Нет, но- Дальше. В связи с вот этим, Почему Я- образовалась задолженность? слушайте, я объясняю. Наталья Не надо, Викторовна, я не давайте. знаю. Ну, Подождите, вы Мы узнали не эту знаем, информацию? телезрители не знаем. Дайте Сообщите. мне ответить. Либо Вы я не реализовали дам информацию? Я тебе продолжать отвечаю. говорить на эту Вы тему. использовали нас- денежные слушайте, государственные за 10 средства лет, на Наталья свои Викторовна, нужды. Подождите, понимаете? подождите, какие свои Вот и нужды? всё. Вот Я и- подождите. вы не отчитались Я перед редкий государством. случай, редкий Подождите. случай. Ну, человек отвечает Дайте на я вопрос. ответить. Нет, Я но- редкий случай, когда человек берет деньги и делает свою работу. У нас материалы контрольной палаты, потому как деньги люди взяли, и толком ничего не... Мой объект сдан. Творческий рынок Хотите, стоит. Я вам покажу фотографии вашего объекта. Так, мы уже уходим Теперь смотрите в сюда. обсуждение Посмотрите, других тем. а Мне насчет кажется, это- задолженности в налоговой я вам скажу. За 10 Нет, лет. я хочу Не, сказать, ну вы не когда даете идет специально. Она вам осуждение. специально сказала, это Нет, не дает. когда идет Наталья Дайте мне Викторовна, сказать. Наталья Викторовна, Надо я быть считаю, честным. Вот Наталья и всё. Викторовна, Слушайте, я вам считаю, объясняю. я Надо быть считаю, что честным. мы Дайте обязаны сказать. Астамуру Валерьевичу дать ответить на этот вопрос. Слушайте, Это осужденному вопрос даю обвинения. Ну, вы не Пожалуйста, осужденный, слава Наталья богу. Дайте. Викторовна, Теперь пожалуйста, смотрите я сюда. прекращу эфир просто. Налоговая всегда, вот кто работает на самом деле своим трудом, он знает, никогда не бывает так, что вы все один в один в этот месяц закрыли. У вас так не бывает. Вы что-то должны, сокращайте дистанцию, еще что-то должны. И вот это вот так тянется у тех, кто поняли. на самом деле работает. Понимаете? Я понял ваш ответ. Так, я вам объясняю, это стандартная ситуация. Здесь ничего нету. Я должен 200 или что-то вот такое, а там небольшая сумма. Я построил рынок, несмотря на Вы все меня дефекты. извините, но даже я себя неловко чувствую Да. из-за того, что мы обсуждаем Не-не-не-не. такие вопросы. Это, знаете, как, Если, конечно, если вам у вас очень есть- хочется, мы Подожди, будем если б это я не- обсуждать. подождите, если бы я не требовал, это, кстати, не первый раз мне говорят уже, попытки в прошлом году в парламенте, мне тоже пытались это предъявить, чуть ли как бы... Нет, как- это с точки как- зрения этики. Это с точки Не, не, зрения этики. это- Вы не, понимаете. не, там Вы этика не когда- нарушена. Вы когда считаете чужие деньги, готовы Слушайте, посчитать, мы не считаем я чужие предлагаю деньги. вам посчитать свои деньги. Это первое. Подождите. И второе, позвольте мне досказать. Я хочу Я сказать думаю, по что я контрольной просто- палате. По контрольной палате, то, о чем вы упомянули. Сейчас Контрольная палата, надо отдать должное работе контрольной палаты. мне у нее 2 вопросов секунды. нету. 2 секунды. 2 Мы секунды. уже 15 А вот минут к тем обсуждаем объектам, очень которые личный недостойны, вопрос. один момент. Вы знаете, нет, К тем подождите. объектам, вот, вы Нет, много ну, раз... речь-то идет Один о момент. незаконном Почему вы обогащении. сегодня не О требуете незаконном по объектам, обогащении. по которым деньги выделены, объекта нету, ничего нет, ни контрольные Нет, палаты, нет, акты, нет, если нет, вы уважаемый дальше не пытаетесь звукорежиссер, копать. Вы можно хотите меня уменьшить упрекнуть в голос том, что микрофона я- Астамура что и я Натальи не Викторовны. доплатил налог. Я вас очень прошу, у меня нет другого выхода. У меня, я хочу сказать, что на протяжении 15 минут мы обсуждаем такой сугубо личный вопрос, который, честно говоря, даже мне неловко слушать. Я предлагаю вам его закрыть. Я предлагаю вам этот вопрос закрыть.
Я хочу сказать, что мы уже около часа работаем в эфире, нам разрешили еще поработать около 15 минут, и я настоятельно рекомендую эти 15 минут обсуждать заданную тему, иначе я просто воспользуюсь возможностью и просто мы прекратим эфир. Возвращаемся к закону. Астамур Валерьевич, какими будут ваши действия, если вот закон там в ближайшее время не заработает, или какая позиция у вас сейчас? Коротко. Ну, вы здесь выступаете в качестве одного из лидеров движения. Да. Я подчеркнул этот момент. Я этот момент подчеркнул. Лично мое мнение. Вы знаете, я пришел по просьбе наших товарищей Асиды Кортуа, Ивана Ачба, людей, которые голодали, Алины Ачба. Я здесь представляю, по большому счету, уже их интересы. Если вы внимательно следили за моими публикациями, вы видели, Ой, поверьте, я мне говорил, присылали, когда вы мне опять, посвящали Господи, публикации. один момент. Ора Да, Ифтахомзар, всё, да, обрез договорились. закон, да? Ифтахомзар, да? Если вы считаете, что чиновники не должны, пока это не приоритет, вот как Тамаз Иванович сказал, да, не должны декларировать. Пока это потом. Пакетом примем, что-то Да. там и так далее. Да. Если это для вас нормально, если для вас как журналиста нормально, для наших операторов нормально, для наших телезрителей это нормально, и они считают, что пусть чиновники не декларируют свою собственность. Мы нажили недоброжелателей в спорах. Вы думаете, я к Натали плохо, но у нас шикарные отношения были. У нас и есть хорошие отношения. А теперь смотрите сюда, вот вынуждает. А теперь, что у нас происходит с Астамуром, у нас с депутатом, что у нас происходит, понимаете как? Если Азгита Хамзар, если только хватает портрета вот так вывесить, а его назначили, не назначили, и они там молятся, 350 человек, да. Если это нормально, подождите, в Фейсбуке, на ГТРК, везде восхваление чиновников, если это нормально, ну, быстро Астамур, мы тут, оставим все. чиновников Пусть, не подождите, восхваляем. пусть будет все как в Уганде. Пусть один свергает другого, приводят силовой вариант, кто кого, распределяет должности и так далее. И вот они ничего не декларируют, кто из нас похаризматичнее, кто из нас больше роднее. Позволите личный вопрос, Астамур? Оставляем все в так, отношении вас. У меня к вам вопрос. Вы работаете над этой темой уже на протяжении 9 лет. 8. На протяжении 8 лет. Вот откровенно, вы когда-нибудь задумывались, может быть, одна из причин, по которой, в принципе, очень многие депутаты парламента просто не готовы разговаривать с вами. Честно признаюсь, не всегда у меня есть желание, потому как я... у меня тоже с вами я желания продолжу, потому как я потом становлюсь постоянным свидетелем ваших обвинений в ангажированности меня. Я вот сейчас вам это говорю. Да, в ангажированности меня. Это, кстати, можно доказать в суде. Я вам еще обращаюсь. хочу сказать, вы никогда не задумывались о том, что вот вы сделали, правда, огромное большое дело. Вы стране объяснили, что есть такой закон и что его нужно принимать. Но, может быть, дальше уже просто передать тем, с кем, кто Конечно. может этот вопрос решить. Вы об этом не задумывались? Конечно. Я только за. Вы не понимаете, вы думаете, если я отойду, мне хорошо. Я 2 недели не участвовал ни в каких спорах. Вы знаете, как я себя чувствовал? Через 2-3 недели мы спокойно сможем с Натали, со Астамуром выпить чашку кофе, встретиться, без того, что она скажет, ты не доплатила, вот здесь ты в шахматы не будем играть. У нас восстановятся человеческие отношения нормальные. Нормально. И вопрос в другом. Я надеюсь, кстати, что вот, люди идут в парламент, сейчас будут выборы. Есть люди, они будут отстаивать эту тему. Кстати, пока еще нет ни одного кандидата, который бы не участвовал в этой теме. Я надеюсь, что до их Ни прихода одного примем кандидата поправку. нету, который бы не участвовал в этой теме. Смотрите, Астамур Ахба с Гудауты в этой теме. Джансу Хадлиба, естественно, в этой теме. Даже его соперник Гарри Кука, прекрасный парень, тоже в этой теме, тоже участвовал, требует этого принятия. То есть в любом случае у вас скоро будут коллеги, которые заменят меня внутри. Это отлично. Теперь вопрос в другом. Как по-вашему, на самом деле мешает принятию этому закона не мой характер. Я вам скажу в другое. Я задал вопрос Мой характер, Астамуру. мои Вы- личные отношения долгое время были, знаете, чем, вот, как бы сказать, запасом прочности. Я То не есть говорю о вашем Натали характере, гораздо это вы быстрее с восприним- посторонним бы поругалась, чем со мной. Вот
Наши личные взаимоотношения помогли вот эти годы еще как-то протянуть. И жертвуя своими личными отношениями, не только я, наши друзья, товарищи, жертвуя своими личными отношениями с людьми, потому что если избиратели, уважаемой Натальи Астамура, не хотят, чтобы чиновники декларировали собственность, если для них это ерунда, ну, я думаю, коронавирус, отсутствие денег, безработица, они такие аргументы, они нам помогут объяснить. Мы тут дома будем находиться, они скажут, фяфяша. Вот Астамур Умарович просит ему дать слово. Вы знаете, коротко, пожалуйста. Тамаз Иванович, Наталья Викторовна, не обижайтесь на меня, вам времени не досталось. Астамур Умарович, пожалуйста. И я хочу все-таки, чтобы Астамур Валерьевич завершил эту тему, не обвиняя меня в ангажированности. Астамур, еще раз повторюсь, если мы о чем-то с тобой спорим и так далее, по-моему, мы говорим по одной теме, настроены в принципе одинаково. Так я не и врагом я никогда еще не раз повторюсь, просто вот получается так, что мы друг друга начинаем противопоставлять. Это не есть хорошо. И в парламенте тоже не так много людей, которые, например, как мне кажется, выступают против. Если Наталья говорит против, она говорит по каким-то там причинам против этого закона. Хотя я этих причин не нахожу для себя. Ну, это мы давно обсуждали. Но еще раз повторюсь, я бы не хотел, чтобы мы на такой ноте расставались, что и что овца, хотите, не хотите. Я надеюсь, что в ближайшее Нет, это время... я за себя говорю. Я тебе, Астик, я тебе и говорю, и твоим товарищам. И это, конечно, нехорошо, что через голодовку парламент принимает законы, но хорошо, что в обществе поднимаются такие вопросы и темы. За это мы будем благодарны обществу, но я очень надеюсь, что пройдет время, в ближайшей перспективе этот закон заработает, а еще есть много законов, где нужна будет общественная поддержка, и чтобы общество поддержало парламент. Я очень надеюсь, что вы также с нами рядом станете и будете продвигать и другие законы. Спасибо большое, Астамур Умарович. Как я и обещал, я еще раз извиняюсь, Тамаз Иванович, Наталья Викторовна. Я перед вами, правда, очень извиняюсь. Астамур Валерьевич, последние завершающие 2 минуты, включая мое прощальное слово, принадлежит вам. Пожалуйста. Как старые коллеги, старые это я имею в виду, да, вот, Понимаете, как Наталья, у нас вот были изданы вот эти абсары, да, наша вот, Национальная валюта. она по сути пока сувенирная валюта, да, около... Это памятная. Да, памятная, Денежная ну единица. сувенирная, да. Так вот, есть запас в Сбербанке этих абсаров. Бюджет нашего Минсельхоза, сколько там, 15 миллионов или 13 миллионов, да? 15 миллионов. Так, а теперь примите постановление о том, что принимаются к оплате эти абсары, выдайте сельхозкредиты на 20 миллионов и умножьте свою поддержку сельского хозяйства в период кризиса. Я не говорю о полноценной валюте. Мы не готовы к полноценной валюте, введению полноценной валюты. Но сейчас мы можем вот такой вспрыск сделать в 20 миллионов. Вместо того, что сувениром они иногда, ачарача ницон, а металлобазача и гота металл, дальше платежи будет принимать, в том числе налоговая будет принимать эти платежи, налоговая будет принимать, за свет заплатит, за воду, вот оживление, то есть не заорганизовывать дело можно, вот простейший. Взять Завершайте. 20 миллионов и 20 семей у вас трудоустроены. Они дадут уже под сотни у вас трудоустроенных Спасибо людей. большое, уважаемые телезрители. Я так понимаю, так, как и я, как и гости в студии, мы сейчас, в принципе, ожидали завершения, которое будет относиться к... На каждую минуту используем по теме. Да, 20-й статье и, в общем-то, Она будет. заданной теме. Но, в общем, гость воспользовался своим правом. Спасибо вам большое. Спасибо большое Спасибо всем вам. гостям. Наталья Викторовна, Тамаз Иванович, еще раз извиняюсь. Не, ничего. На этом я вынужден с вами Спасибо. попрощаться. Уверен, мы обязательно скоро встретимся. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Спасибо.